Конец XIX века. Юноша 16 лет уверенным, быстрым шагом покидает свое родное село. В кармане лишь старые часы и компас. Один без карты и попутчика, он решил исполнить свою мечту. Оставляя, быть может, навсегда родных и близких, Умар оборачивается, чтобы последний раз посмотреть на родной Хунзах и попрощаться с ним. Он не знает, как сложится его судьба, что ждет впереди, но твердо убежден, что жить вдали от священного дома Аллаха и города, где родился его посланник, ему уже больше невыносимо. История одного дагестанца. Медина. В период хаджа сюда приезжают миллионы мусульман со всего мира, чтобы совершить пятый столб ислама. Удивительное разнообразие культур, традиций и языков. От племен Южной Африки и пуштунов высокогорных районов Афганистана до представителей Южно-Восточной Азии и европейских стран. Что еще более удивляет здесь, это такое спокойствие и братство царит между всеми. Поистине, Аллах не смотрит на вашу внешность и на ваше богатство, а смотрит на вашу душу. Этот принцип равноправия, к которому призывал пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, вот уже более 1400 лет стараются следовать мусульмане. Как и сегодня, со времен нашего господина пророка Мухаммада, священные земли Мекки и Медины остаются тем местом, где каждый верующий мог найти духовное спокойствие и умиротворение. Среди этого разнообразия культур и национальностей можно различить и дагестанцев, которых выделяют зеленые тюбетейки с белой линией, не похожие ни на одни другие. Хотя, если обратиться к истории среди людей, проходящих рядом, возможно, есть те, кого много связывает со страной гор. После 70 лет паузы, разрыва отношений Дагестана с этими святыми местами, многое из истории наших предков остается для нас неизвестным. Вместе с нашим другом, потомком пророка и ученым-богословом города Мекки мы решили разузнать, как сложилась судьба дагестанских переселенцев, которая была сокрыта от нас за железным занавесом. С этим вопросом мы пришли к одному из самых известных историков Мекки, Абдуль-Хамиду ибн Зайнай аль-Алави, и его ученику Мухаммаду Али аль-Ямани. Специализируется шейх Абдул-Хамид на родословной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он побывал почти во всех странах исламского мира, выявляя ветки в родословной пророка, алейхи саляту вассалям. И, как признается сам, к сожалению, в Дагестане еще не удалось побывать, так как до последнего времени дорога сюда была закрыта. Но в его дом дорога всегда оставалась открыта. Как и сейчас, к нему может прийти каждый и сверить свою родословную к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это наша родословная. Это мои дети, Махмуд, Саид Ахдаль и так далее. С разных стран, особенно в период хаджа, в гости к историку заходят много людей. Эти, к примеру, потомки пророка, алейхиссаляту вассалям, из Алжира. К кому восходит родословная потомков пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Алжире? К потомкам сыновей Абдуллаха Камиля, Идрису и Сулейману. И сколько человек насчитывается в этой цепочке? То есть между пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и первым прибывшим в Алжир. Сулейман, сын Абдуллаха, сын Хасана, сын Хасана. Это в 3 веке хиджры. В 3 веке? Получается 4 человека. Смотри, Сулейман, сын Абдуллаха, сын Хасана, сын Али и Фатима радиллаху анхум. Кстати, наш друг Мухаммад Ай-Айдарус тоже нашел свое имя в каталоге родословной пророка. Тут и мое имя, и за ним следуют имена моих детей. Помимо этого, здесь собрано много интересного. Как эти именные печати муфтиев различных масхабов Мекки,
и других выдающихся ученых. Некоторые из этих имен связаны с Дагестаном. Господин Мухаммад Мергани, некоторые называют его Аль-Махджуб. Мергани, потомок Хасана, он отправился в путешествие из Мекки, побывал в Дагестане, затем в Иране и в Индии. Люди думали, что Мергани — это бедный человек. Но однажды он показал свое золото и драгоценности, после чего его прозвали Мергани, что означает «почтенный и богатый». Могилы рода Мергани известны. Их зиярат на кладбище Муалла называют Сайдуль Мергани. Один выходец из их рода восхвалил госпожу Хадиджу, ради Аллаху анха, за что они получили разрешение быть похороненным по соседству с ней. Другой из этого рода, Хатм Мухаммад Усман, был автором толкования Корану, также написал мавлиды, и он был шейхом тариката. Иншаллах, скоро в интернете я собираюсь первым выложить биографию шейха Хатм Мухаммада Усмана. Он умер в 1362 году в Таифе и похоронен в Мекке. Как оказалось, им знакомы и некоторые ученые из Дагестана. Вы слышали о Абдуль-Хамиде Дагестане, автора комментариев книги Ибн Хаджара? Да, известно. Более того, он похоронен в местечке Нур на кладбище Муалла, рядом с господином Абдулла ибн Зубейром ибн Ауамом и госпожой Асмой, дочерью Абу Бакра, ради Аллаху анху, обладательницей 2 поясов, да будет доволен ими Аллах. Еще известен Саид Хусейн, выходец из Дагестана. Его родословное известно и связано с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Еще одна семья, известная своей торговой деятельностью в Мекке, семья Мухаммад Амина Ходжи. У него много детей, один из них целитель, лечащий чтением Корана. По специальности он физик. Также знает Коран наизусть. Имя его Саид Фози, сын Мухаммад Амина Ходжи. Их родословная также известна, и она связана с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Да, кстати, один из самых известных чтецов Корана в Мекке — шейх Мухаммад Заки Дагестани. Он был известен чтением по методу хиджаза. Для него написал полностью Коран Ахмад Заки Ямани. Его дети живут в Мекке, зовут их Хазим, Атиф, имя другого я сейчас не припоминаю. Имя последнего из перечисленных ученых особо известно в Мекке и во всей Саудовской Аравии, так как он являлся нашим современником. Мухаммад Заки Дагестани родился в семье переселенцев из Дагестана в 1925 году. В детстве в результате инфекции, вызванной оспой, потерял зрение, но, несмотря на такой недуг, не сломился и начал заучивать Коран наизусть, стал хафизом. А в 25 лет шейх Ахмад Хиджази признал его одним из лучших чтецов, дав разрешение заниматься наукой чтения Корана таджвида. После чего прекрасный голос Мухаммада Заки Дагестани, читающий суры Корана, предварял многие торжественные мероприятия Саудовской Аравии. Он желанный гость на любом маджлисе. В 2004 году он умер и был похоронен на кладбище Муалла в Мекке. Фуад Дагестани, родственник Заки Дагестани и потомок того самого юноши 16 лет, который более века назад отправился из Дагестана в Мекку. Его прадед Умар обосновался здесь рядом с мечетью Аль-Харам в районе холма Марва, где паломники совершают один из обрядов хаджа – саю, хождение между холмами Сафа и Марва. Старые кадры запечатлели, как паломники ходят меж холмов, к которым буквально вплотную пристроены дома горожан. После женитьбы у него родился сын Абдусалам, отец Фуада. История его семьи похожа на сотни других историй дагестанцев,
которые стремились в Мекку в поисках знаний. С тех пор многое поменялось. Сегодня Мекка – большой город с современной инфраструктурой, который ежегодно принимает около 5 миллионов паломников. Здесь постоянно ведутся работы по расширению Масджид-уль-Харама и благоустройству близлежащих территорий. В результате одного из таких расширений дом дедушки Фуада Дагестани выкупило государство, после чего семья переехала в другой район Мекки. Сам Фуад тоже участвует в обслуживании паломников, регулирует транспортные вопросы по хаджу. Что примечательно, название его компании Dagestani for Trading Service переводится как «Дагестанская организация по торговым отношениям». Начав работу рядовым сотрудником, через учебу и труд он вырос до уровня одного из самых востребованных менеджеров в транспортных компаниях и успел поработать генеральным менеджером в самых крупных из них. Сегодня Фуад Дагестани очень известный и уважаемый человек, за плечами которого большой опыт в организации перевозок паломников, что видно по тем наградам и благодарственным грамотам, развешанным по всему кабинету. Будучи человеком скромным, он очень не любит говорить о себе, говорит лишь о работе. Несмотря на свой социальный статус и, казалось бы, оторванность от исторической родины, он не утратил черты характера истинного дагестанца и всегда рад поддержать земляков. Курбан-Дибир Хаджи Амар Асхабов, зампредседателя Хадж-миссии России, знаком с Фуадом уже 17 лет и тесно сотрудничает с ним в вопросах организации хаджа дагестанских паломников. Первая встреча с нашим братом Фуад Мухаммад в Дагестане, мы всегда говорим ему брат Фуад. Познакомились мы в 1994 году. В 1994 году после завершения хаджа мы остались на несколько месяцев в Мекке. Так как у нас была очень крупная авария, наши паломники попали в аварию, случайно познакомились с этим Фуадом в Дагестане, эти ребята наши, потому что они приехали через автобусную компанию. Тогда он возглавлял большую автобусную компанию, которая обслуживала в то время Мекка, Джидда, Таиф, Эр-Рияд, там несколько больших городов, в том числе и были между... Вот он открыл, я, говорит, когда познакомились, он говорит, дальше он развивал эту компанию, вот то, что по перевозкам людей. И я, говорит, открыл международный рейс. И наши ребята, которые в то время, когда оставались, пусть даже с нарушением, он иногда ездили в Джидда просить, чтобы продлили визу. А там же без паспорта же не поедешь никуда. А он нашим ребятам дал бумагу, что их документы находятся у меня, что я несу за них ответственность. Такую расписку он давал. И давал микроавтобус каждый раз, когда ехали в Джидда, там Министерство внутренних дел, Министерство хаджа, чтобы этих людей, чтобы нигде их не останавливали. И чтобы, в общем, алхамдулилля, это все продлили, ребята остались до хаджа, сделали хадж, вернулись обратно. Ну, мы с ним тогда встретились несколько раз, и чувство человека, который чувствует ответственность за других людей. Тем более, когда нам сказали, что это дагестанец, конечно, вообще интерес к нему стал другой. Мы несколько раз с Ахмад Хаджи Магомедовым вместе были, и приглашал он нас домой, но тогда у нас времени не хватило к нему домой съездить. Человек, у которого есть дагестанский дух, это Фуад Мухаммад Дагестани, не потерял. И он, и его братья. В целом о дагестанцах можно сказать, что они здесь сумели приспособиться и найти себя. И сегодня, благодаря упорству, трудолюбию и присущих истинным дагестанцам, занимают хорошее положение в обществе. К примеру, Фуад Дагестани является автором некоторых очень важных проектов в транспортном кластере обслуживания паломников. Он создатель одного из маршрута для паломников, который называется Тараддудия. Он основатель этого всего, он это все придумал. Что это такое? Этот специальный круг, который возит людей от Мина, то есть людей привозят из Мекки в Мина, и в Мина есть специальный вход в это кольцевое движение. По этому кольцевому движению паломник ездит, и ни одна другая транспортное средство в это кольцо не входит. То есть не пускают туда никого. То есть автобусы двигаются по кругу,
без остановки. Вот вывозят из Мина, доехали до Арафа, и выходят по второму кругу. Там 4 или 5 полос, вот это движение. Это он придумал, и она нашла поддержку во всех муассасат, вот, где обслуживают паломников. Уважаемые паломники, женщин вперед пропустите, пожалуйста. Надо сказать, что сама организация хаджа – это очень сложный процесс, состоящий из слаженной работы всех ведомств, без чего невозможно совершение обрядов хаджа одновременно несколькими миллионами человек в столь короткий срок. Оперативность и знания здесь просто необходимы. Он очень авторитетный человек среди не только там, вот, где вот синдикат перевозчиков, не только там, и в Министерстве хаджа, вот, где бы мы ни были, вот, любой вопрос, который у нас возникает, проблемный вопрос, мы звоним ему, вот такая у нас проблема, чем быстро, вот как привыкли, быстро приезжает, и во всех этих самых находим поддержку у него, алхамдулилля. Человек очень отзывчивый. На умрах, когда мы ездили во время месяца Рамадан, я находился там, я звонил один раз ему по телефону. И потом, встретить не получилось, не было времени после умра, после Рамадана месяца, когда вернулся, мы созванивались, он говорит, я, говорит, просто извиняюсь, говорит, я не хочу показаться вам, говорит, что как будто мне от вас что-то нужно. Поэтому, если есть вопросы, говорит, я, говорит, просто не прошу, говорит, вам, если вы мне не позвоните, и если какой-то вопрос есть, где я чем-то могу быть полезным и помочь. Поэтому человек очень, очень добросовестный. Человек, он очень известный, очень набожный. Оказалось, такая любовь к своей родине была привита ему и его братьям покойным отцом, который всю жизнь мечтал побывать в Дагестане и найти своих родственников. История о том, как он искал своих родственников, это отдельная тема для разговора. Дед Фуада, Умар, часто рассказывал сыну о Дагестане и о своем родном селе, который, в свою очередь, пытался их разыскать, но в период советской власти это было практически невозможно. Из-за плохих дипломатических отношений между двумя странами переписка была невозможна, и путь для паломников из Дагестана был закрыт. Однажды отец Фуада, Абдусалам, будучи в Стамбуле, встретился с выходцем из селения Урма. Тот любезно согласился помочь земляку. Согласно рассказу Умара, отца Абдусалама, он был родом из селения Хунзах, в котором должны проживать его родственники. На их имя и отправляют они письмо из Стамбула в Дагестан. Вскоре на письмо откликнулись. Между родственниками завязалась переписка. Письмо из Хунзаха отправлялось в Стамбул, а оттуда его перекладывали в другой конверт и пересылали в Мекку. Также осуществлялась и обратная связь с Дагестаном до тех пор, пока не умер тот самый дагестанец, проживавший в Стамбуле. После чего связь оборвалась. И вот, наконец, в 1994 году, после развала Союза, состоялось долгожданное воссоединение семьи. Мы нашли родственников Фуада в Дагестане. В высокогорном Хунзахе живут его троюродные сестры. Патимат вспоминает сегодня, как состоялась та долгожданная встреча в 1994 году. Когда дорогу на хадж открыли, и все облегчилось, его сын Умар искал паломников из Хунзаха. Показывая фотографии дедушки, он расспрашивал их, известно ли им что-нибудь о нем. И именно через паломников они пригласили, мы с племянником выехали на Умра, на Малый хадж. Они нас очень хорошо приняли. Со всей группой паломников мы гостили у них. Мы были очень рады, найдя там своих родственников. Думаю, что они были больше рады этому. Анвар был особенно рад. Увидев нас, у него потекли слезы. Как только он услышал, что мы приехали, он сам приехал за нами и всю группу забрал к себе. Теперь уже каждый раз, побывав в хадже, Патимат может видеться со своими родственниками и вместе вспоминать своего предка, проделавшего огромный путь из-за любви к религии Аллаха. Этот человек получался мне дядя отца, брат бабушки. Он до 16 лет обучался в мечети и в мадраса у разных алимов.
Видимо, у него было желание туда отправиться, но родители об этом ничего не знали. До этого он часто просил их простить его за один поступок, который совершит. Говорил, что это неплохой поступок, но на их расспросы ничего не отвечал. В итоге, когда он исчез, нашли записку на столбе в мечети с просьбой не беспокоиться, что он ушел в Мекку и что напишет домой, когда доберется. Можно сказать, это было бесспорным доказательством истинной любви к Всевышнему и его заповедной мечети. В период отсутствия автотранспорта и других современных средств связи можно представить, что только не пришлось испытать молодому человеку, преодолевая такой путь. Как рассказывал отец, когда он уходил, у него с собой были лишь часы и компас. Не было даже денег с собой. Когда так человек уходит из дому, они, конечно, беспокоились за него. Так он по пути подрабатывал себе на пропитание. Где-то чабановал, как мог зарабатывал. Как заработает немного, продолжал путь. И через 3 года пришло письмо от него, что он дошел, изучает исламские науки и подрабатывает проводником, что возвращаться не собирается, и писал, чтобы за ним не приезжали. Но все же мать не удержалась и поехала за ним. Тогда одна из ее дочерей по имени Рукият еще не была замужем. И сказав, что нельзя оставлять взрослую девушку незамужнюю одну, он не оставил мать и отправил ее обратно домой. С тех пор он остался там и был известен по имени Умар Дагестани Авар. Получил хорошее исламское образование, стал алимом, после чего постарался вложить тоже в детей. Вот уже 4-е поколение потомков Умара Дагестани проживает в Саудовской Аравии. Фуад – уважаемый человек в транспортной отрасли, обслуживающий паломников. Его брат Умар также занят обслуживанием паломников, является одним из управляющих в палаточном городке Мина. Другой брат изучает исламские знания, а брат Анвар является врачом. Несмотря на то, что они и их дети родились и выросли в Мекке и, к сожалению, уже не знают родного языка, все же любовь к родине, своей культуре в них сохранилась. У него дома целая коллекция, в которой собраны рог, кувшины, кинжалы. Мы тоже подарили ему некоторые национальные вещи. У Анвара дома можно найти это все. Он очень интересуется Дагестаном и нашей культурой. Он говорил, единственное, что мешает ему лучше узнать о Дагестане, это незнание языка. Семей выходцев из Дагестана, подобно этой, с которой нам удалось встретиться в Мекке, сегодня можно найти тысячи. И хотя они прибрались сюда в разный период, возможно, многие уже утратили особенности своей культуры и менталитета, и от своей исторической родины их отдаляет 5000 километров. Но слово «Дагестани» в их фамилиях подчеркивает, что они всегда остаются дагестанцами.